Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Цікавасць людзей да гісторыі сваіх раскулачаных, рэпрэсаваных альбо дэпартаваных сваякоў з кожным годам усё павялічваецца. Але калі ў суседніх краінах атрымаць такую інфармацыю становіцца ўсё лягчэй, закрытыя архівы расчыняюць свае дзверы, а са спраў здымаецца грыф «сакрэтна», то ў Беларусі сітуацыя з атрыманнем такой інфармацыі у лепшы бок з цягам часу не паляпшаецца. Ці ёсць магчымасць патрапіць у закрытыя архівы КДБ і атрымаць інфармацыю пра сваіх рэпрэсаваных сваякоў? Ці здольныя людзі без адпаведнай падрыхтоўкі разабрацца ў архіўных матэрыялах? Пра гэта ўсё мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, гісторыкам, даследчыкам Змітром Драздом. Добрый дзень, спадар Змітр. Вітанне. Спадар Зміцер, мы прывыклі ўжо да таго, што з'яўляюцца розныя курсы, школы, там, пачынаючы ад макіяжа і там што-небудзь больш сур'ёзнае па прынцыпу падкастаў падрыхтоўкі. А тут школа па пошуку інфармацыі пра рэпрэсаваных. Як ввогуле нарадзілася ідэя стварыць такую школу? На самом деле, это уже как бы не первый год, когда школа работает. Мы и в позапрошлом году проводили такую довольно хорошую кампанию. Порядка 50 человек обращалось в школу, кто-то приходил на занятия. Интерес... Дело даже не в том, что возрастает интерес, дело в том, что с каждым годом, к сожалению, у нас возрастает актуальность этой темы. То есть мы видим, что тема репрессий, сталинизма, она с годами нас не то чтобы не опускает, она постоянно, я считаю, что берет нас за горло. То есть с каждым годом у нас становится все хуже и хуже. На самом государственном уровне мы слышим, что надо внедрять в производство сталинские методы руководства. Нужно, как сказал Лукашенко, имя Сталина возрождать. То же самое практически происходит и в России. И мы поэтому просто обязаны как-то себя обезопасить, потому что я считаю, что когда человек больше знает о репрессиях, он понимает, что это не только прошлое, это может быть нашим будущим, это может быть произойти очень-очень быстро. Ну, глядзіце, для того, каб даць інфармацыю ці расказаць пра падзеі тых часоў, гэта справа гісторыкаў, справа даследчыкаў, але мы маем якую інфармацыю? Даследчыкі кшталту вас не маюць магчымасці патрапіць у тыя ж самыя закрытыя архівы КДБ і штосьці там адшукаць, знайсці нейкую такую паказальную гісторыю, адну, другую, пятую, дзесятую, аб'яднаць іх і на падставе гэтага нейкую там паказаць, стварыць кнігу, якую будзе цікава чытаць і пазнавальна чытаць. Як у такой сітуацыі быць? На самом деле ситуация с закрытыми архивами не так однозначно обстоит у нас, потому что очень громадное количество документов уже доступно в архивах. И это касается и конкретных личностей, и касается ситуации вообще в Беларуси. У нас в Национальном архиве Республики Беларусь есть 4-й партийный фонд. Этот фонд был раньше недоступен для исследователя, он был секретный. Там попали документы, которые поступали на имя Пономаренко, на имя первых секретарей. И все эти в основном документы, они совершенно секретные или даже только лично в руки. И там очень много информации по статистике, по репрессиям, даже уже там много информации, потому что Пономаренко уже немножко более поздний лидер, уже когда началась борьба уже не самими как бы врагами народа, а наоборот с теми, кто участвовал в репрессиях, с НКВДистами, с чекистами, там громадное количество примеров, как людей пытали, как они фальсифицировали дела. Эти дела доступны. Дело в том, что в большинстве случаев просто людей интересует конкретно его предок. А вот таким способом найти конкретно его предка очень сложно. Потому что там мы имеем в масштабах всей Беларуси, общая картина нам понятна. А человека прежде всего интересует конкретно его дедушка, прадедушка, брат дедушки, даже сосед иногда интересует. Но вот эту информацию мы можем получить только в личных делах, и это прежде всего архив КГБ, который действительно недоступен для исследователя. Ну і таким чынам я так разумею, што ваша школа пошуку інфармацыі для рэпрэсаваных, яна і заклікана, яе асноўная мэта навучыць людзей карыстацца нейкімі метадамі, як знайсці інфармацыю пра сваіх нейкіх продкаў, сваякоў.
К сожалению, дело в том, что у нас, понимаете, у нас нету такой вот грамотности архивной у человека. Человек часто что-то слышал про свою семью, что-то знает, но он даже не знает, куда ему обращаться. Он знает, что существует архив, он даже знает, что, может, где-то на Кропоткина есть какой-то архив, но как обратиться, куда писать? Он слышал даже, может, про архив КГБ. Люди, да, сейчас любая информация доступна в интернете. Просто можно набрать поиск информации о репрессированных, и там уже будут какие-то статьи, руководства, инструкции, методички, но иногда человеку действительно бывает проще вот прийти и конкретно, чтобы я, например, ему рассказал. Мы изучаем конкретно его дело, потому что дела бывают очень неоднозначные, дела бывают, человек, может быть, очень мало информации изначально знает, даже для того, чтобы написать запрос в КГБ. Он знает, что мои предки были репрессированы, как они были репрессированы, кем, когда, они не знают. И в большинстве случаев мы упираемся именно в эту инфу, что у человека недостаточно информации. Как найти какую-то дополнительную информацию? Главная проблема вообще доступа к архивам именно в Беларуси – это доказательство родства. То есть, если мой репрессирован был прадедушка, я должен доказать всю эту цепочку, что это именно мой прадедушка. Я не могу просто прийти в архив КГБ и сказать: дайте мне дело Григория Дрозда. Он был раскулачен. Не получится. Я должен найти, что мой отец – это мой отец, мой дед – это мой дед, мой прадед – это мой. Вот, то есть, как минимум, здесь уже получается 5 документов мы можем набрать. Особенно если получается, что по женской линии сменилась фамилия, мы добавляем сюда еще метрику о браке, смена фамилии, и это бывает очень сложно. Для Беларуси это иногда бывает ситуация просто нерешаема. Как, например, в моей семье, когда у моей бабушки нету метрики о рождении, потому что она войну сгорела, после войны какие-то документы восстанавливались, метрики о браке ее родителей нету, и поэтому я не могу доказать, что мой прапрапрадед, прямой, Сильвестр Мохорт, мой прапрапрадед. У меня нет этих документов, и все. Для меня дело этого человека будет закрыто в архиве КГБ. Таким чынам, давайте вот все ж таки разберемся. Вот я, да прыкладу, почитаў у Фейсбуку про тое, что вы распачынаеце новый сезон вот гэтай вот школы по пошуку інфармацыі. І я думаю, вот у мяне раскулачылі там дзесьці ў 30-е гады деда. І ну, я не ведаю, что, як мне знайсці адпаведную інфармацыю. І ввогуле, ну, я ж не гісторык, я не архівіст, я не умею працаваць з гэтымі дакументамі. Што мы маем? Я прыходжу ў школу да вас, і вы мяне учыце, як працаваць, куды звяртацца, якія дакументы рабіць і гэтак далей. Ці я прыходжу да вас са сваёй вот сваім жаданнем, і далей вы там па маёй просьбе дапамагаеце, ўжо займаюцца гэтым прафесіяналы кшталту вас, пошукам інфармацыі. Мы планируем, что у нас будет как минимум одно заседание в месяц. Это такое очное, когда мы будем в какое-то помещение собираться, сколько человек захочет прийти, потому что действительно это будут какие-то лекции, такие теоретические. Мы сможем рассмотреть какие-то примеры успешные, потому что есть люди, которые действительно уже получили доступ к архивам КГБ. И, конечно, можно мне написать на e-mail, можно написать на меня в Фейсбуке, и потому что, я говорю, ситуации бывают очень разные. Если мы говорим о репрессированных, например, по каким-то статьям, как известно от этого Российского уголовного кодекса советского, 58-я статья, это одно дело. Если это раскулачено, это совершенно другая ситуация. То есть люди часто думают, они не понимают, что люди были репрессированы по совершенно разным системам, потому что раскулачены проходили практически в административном порядке. КГБ их никак не касалось, на тот момент НКВД. Это все проходило на уровне сельсоветов, исполкомов, человека выслали, и здесь практически очень сложно найти часто документы именно раскулаченных. И большинство людей, которые были раскулачены целыми семьями, это люди были лишены земли. Главное богатство на тот момент это была земля у человека. Они были лишены имущества. Все изымалось у людей. Коровы, кони, сельскохозяйственный инструментарий. Все было изъято у людей. Они буквально там, может быть, с каким-то разрешали им взять с собой условный пут, мешок там какого-то с собой на дорогу еды. И их высылали в Архангельскую область целой семьей. И найти часто бывают вот эти вот следы людей, что вот здесь они были раскулачены, довольно сложно. Но по месту высылки на каждого семью составлялся уже документ. И там в России, где не было войны, в тех территориях, где ничего не горело, там эти документы очень хорошо сохранились. И часто бывает действительно проще найти следы наших белорусов репрессированных в России. И такие вот примеры очень много. Каждый случай – это индивидуальный случай.
Ну так, я разумею, все ж таки вот сама назва школа. Ну, что мы адчуваем, калі там кажем школа, что это нейкія заняткі. Вот я прыходжу до вас у школы. Раз на месяц, вот як вы кажете, будут збирацца. И что будет отбываться падчас вот гэтых посяджений? Первая лекция, это действительно такая, я думаю, провести установочную, как и называется, лекция, просто объяснить действительно вот эту хотя бы разницу между раскулаченными и репрессированными. Люди на самом деле могли быть репрессированы по очень многим статьям. Мы вообще, когда сейчас говорим о репрессиях, мы часто говорим репрессия, ну что там, и мы говорим, там 30 тысяч человек расстреляно, там, или 40 тысяч, каждый может назвать разную цифру. На самом деле количество людей, которые были репрессированы, огромно. Здесь я знаю, что сталинисты смеются над цифрами миллионы, но реально через репрессии прошли миллионы человек. Это были репрессии по совершенно разным категориям. То есть это было репрессии, да, были расстреляны. Кто-то попал в лагеря, кто-то был раскулачен, кто-то был раскулачен здесь, уже в Беларуси, просто его отняли имущество. Кто-то был лишен избирательного права. Кто-то попал по статье за неуплату налогов. То есть человека облагали громадным сельскохозяйственным налогом, он не мог его выплатить, и за это он попадал в тюрьму на 5 лет. И такие категории граждан практически никогда не считались репрессированными. Человека даже исключали из партии. Если человека исключили из партии, он, например, не того оказался социального происхождения. Это тоже фактически, я считаю, это репрессии. И таких репрессий, особенно известный закон о колосках, человек, если, допустим, женщина в ситуацию голода, а мы сейчас действительно можем, что в Беларуси тоже был голод, не такой, как в Украине, но голод был. Люди ходили на поля, выкапывали там какую-то бульбу или украли эти колоски, и они попали в тюрьму, они попали не по статье, которая была реабилитирована. Эти люди не были реабилитированы. А это тоже десятки тысяч человек, которые были по таким статьям репрессированы. Ну, таким чынам вот все ж таки атрымліваецца, што дапамагчы нейкім чынам вот даведацца гісторыю сваіх сваякоў і продкаў з вашай дапамогай вось этой школы магчыма, нягледзячы на ўсе цяжкасці. Скажем так, мы попробуем это делать, потому что, говорю, мы рано или поздно все равно упираемся вот в этот закрытые двери архивов КГБ, которые в нормальной ситуации в Украине, даже ситуация просто парадоксальна. Мы там много говорим про интеграцию, сейчас там все Россия, но ситуация в России вот в архивном деле гораздо лучше, чем у нас в Беларуси. И вот в каких-то вопросах, где мы действительно могли хоть что-то взять положительное от той же самой России, мы этого положительного не берем. И в России действительно можно пойти в архив, посмотреть дела. Дела, которые старше 75 лет, они уже не имеют никакой тайны. То есть они не секретные, они уже не подпадают под закон о тайне частной жизни. Эти документы должны быть просто переданы в архивы, и там их должны изучать все желающие. Вот на пачатку нашага эфира я сказаў пра тое, што павялічваецца цікаўнасць у людзей да гэтых вот сваіх гісторый сваёй сям'і, сваіх там нейкіх блізкіх сваякоў. Мы маем прыклад, да прыкладу, той же самай Украіны, дзе вот архівы цалкам тыя ж самыя архівы КДБ ранейшыя адкрытыя. Вот ці можна сказаць, што вот адкрылі архівы на прыкладзе той же самай Украіны, і цікавасць яшчэ больш павялічылася, таму што з'явілася магчымасць атрымаць эту інфармацыю. Ці наадварот, вот ёсць, хочаш, люди так. На самом деле, вот любая ситуация, тем более такая вот, как ситуация с архивами, она нуждается в каком-то таком вот тепловоде государственном. То есть, если нет государственной такой программы, как в Украине, декоммунизации, действительно, архив СБУ проводит громадную работу по рассекречиванию. Там уже все открыто. Но мало рассекретить архивы. Вы понимаете, мы сейчас откроем архив КГБ, и эти полки, это реально, бывают иногда миллионы полок, дел стоят, которые там измеряются километрами. Они же не заговорят сами эти дела. Нам нужны исследователи, нам нужны историки, нам нужны профессионалы, которые могли бы с этим работать. А в Беларуси нет такой вот школы, которая бы действительно, как говорит, например, Игорь Кузнецов, что в Беларуси не было ни одной, ни тем более докторской, но даже кандидатской. Курсовые работы, я не знаю, защищаются вообще по теме репрессий. У нас нет специалистов, которые занимались бы этой тематикой.
И архивы сами по себе мало открыть. Надо, чтобы действительно говорить людям, это важно, это касается нас, это касается не только нашего прошлого, это касается, возможно, нашего будущего. Должна быть государственная программа по изучению архивов, по оцифровке их. По большому счету, вообще сейчас в мире нет проблемы с доступом к архивам. Архив оцифровывает, причем уже есть замечательные сканеры. Просто положили дело, его отсканировал, сами странички переворачиваются. Дело отсканировалось, все, мы выложили его в интернет. Любой человек со всего мира получил доступ к этому делу. У нас все по-прежнему по старинке. Какая-то куча бумаг, это очень останавливает людей. Потому что мы должны написать какое-то заявление. А мы знаем, что вот наши люди, в принципе, они очень не любят заниматься этой бумажной работой. Причем надо знать, как по правилам написать это заявление. Ты напишешь заявление, скорее всего, в первый раз ты получишь какую-то вообще фиктивную отписку. Мол, пришлите еще какую-то бумагу. И на этом первом уровне очень громадное количество людей останавливается. Им тяжело писать, если постоянно ходить, писать что-то, доказывать, что я сын своего отца. Фактически бывают и такие ситуации. И поэтому вот мы должны... Эта школа, мы попытаемся рассказать людям о репрессиях, мы попытаемся научить людей, как обращаться в архивы. Но кроме, например, в этом может быть и практическая какая-то цель. Сейчас, например, почему растет интерес к репрессированным? Потому что в делах репрессированных указана национальность. Сейчас мы видим всплеск, потому что люди боятся своего будущего, люди не знают, что будет завтра в Беларуси, и действительно громадное количество просто пытаются бежать из Беларуси. А карта поляка, та же самая, замечательный вариант получить польское гражданство Евросоюза. А громадное количество действительно поляков было репрессировано, и эти дела хранятся в КГБ. То есть если людям говорить, что вот в этом есть какая-то практическая цель, тогда люди готовы пройти через любые препоны, они добиваются своего, они как танки прут везде. Когда это вопрос просто справедливости, когда вопрос интереса к личной истории, люди часто останавливаются на этих преградах. Тут нельга казаць про тое, что у людзей няма цікавасці да сваіх каранёў. Тут больш, калі браць все-таки беларускую сітуацыю, беларускую рэчаіснасць, тут больш тыя перашкоды, на якія каб пераадолець, трэба патраціць шмат розных высілкаў, нерваў, а можа нават і грошай, і гэта спыняе людзей. На самом деле, вот я занимал, вот у меня есть документы, которые я уже почти 10 лет занимаюсь этой перепиской с российскими архивами некоторыми. Действительно, ты пишешь все правильно, как надо, тебе приходит какая-то отписка. И часто у тебя не бывает вот прямо сейчас желания ответить. А если ты не ответил прямо сейчас, это дело может быть на месяц перетянуться. И я вот 10 лет пытаюсь посмотреть какие-то дела своих родственников. И даже в России ситуация была 10 лет лучше, чем у нас. Я получил кучу документов из России, но это надо, чтобы этот процесс шел постоянно. То есть я открыл что-то еще, я открыл какие-то еще документы. У меня сейчас громадное количество дел, которые я хотел прийти в архив КГБ белорусский посмотреть. Это не только дела моих родственников, а у меня были репрессированы, действительно, там, мы говорим, там, седьмая вода на киселе, не только по прямой линии, а там и двоюродные, и троюродные. Это тоже мои родственники, мне судьба этих людей интересна. Потому что в их делах, в каких-то допросах могут быть какие-то сведения про моих. Мне интересно, как жили эти люди, чем жили, за что они были репрессированы. Но я, не говоря даже вот о двоюродных, о троюродных, мне интересно посмотреть дела соседей, может быть, что-то там интересно. Но я не могу посмотреть эти дела. И я писал в архив КГБ, мне пришел ответ: докажите родство. Я написал список, по-моему, или 7 или 11 человек, которые были репрессированы, которые мне действительно являются моими родственниками. Я до сих пор не получил доступ к этим делам. Як вы думаеце, у чым жа вот вы пісалі там, ці можа быць звярталіся ў розныя установы, каб патлумачылі, чаму такое стаўленне да архіваў, чаму вот не хочуць здымаць сакрэты? Вот якая афіцыйная пазіцыя? На самом деле официальная позиция у нас такая, что советская история – это наше прошлое, этого не надо стесняться, этим надо гордиться. Я всегда говорю, что это интересно, на самом деле невероятный перекос во времени, что Вторая мировая война как будто была вчера, то есть это начало 1939 год, 1945 год, это мы живем вот в этом практически сейчас. На каждом мы можем пройти по улице и найти какие-то следы вот эти, что здесь была война. Памятники какие-то, доски мемориальные, улицы названы в честь героев, какие-то постоянно проходят парады, вспоминают людей. А репрессии, как будто они были там 1000 лет назад. А ведь репрессии, самый пик, это 37-38 год. То есть вот практически 37, 38, 39 по времени это практически, там, с высоты 100 лет, это практически даже неразличимо. А для нашей страны, в нашей стране репрессий как будто бы не было. И на самом деле отношение к жертвам войны одно.
это жертвы. К жертвам репрессий, ну, как у нас пишут иногда даже в учебниках, что были и невиновные. На самом деле, что действительно среди репрессированных был, наверное, 90 или 95% невиновных, особенно которые вот попали вот в этот 37-38 год, когда людей репрессировали просто как по каким-то совершенно невероятным, фиктивным. Я глубоко уверен, что даже сами эти следователи не верили в то, что они писали. Польский шпион, японский шпион, румынский, латышский, там такие были невероятные, обыкновенные крестьянин из деревни, и у него целый букет вот этих, он шпион там, и он работает на разведке 20 лет, какие-то, он отслеживает там военные городки, то есть готовится проводить диверсии. Я говорю, каждый, кто почитает эти дела, это поймет, это просто невероятный какой-то, ну, не знаю, маразм просто вот задокументированный. И они отлично сами понимали, что они пишут эту ерунду. А сейчас нам пишут в учебниках, что были и невиновные. То, что невиновные действительно были практически все, нам не говорят про это. Ну і відаць таму і не хочуць адкрываць гэтыя архівы, каб афіцыйна неяк мне агучылі, каб нашчадкі рэпрэсаваных не пайшлі помсціць нашчадкам тых, хто рэпрэсаваў. Этот аргумент неоднозначно озвучивался, его приводил там Якубович еще давно, когда там он был редактором Советской Беларуси, мол, на самом деле мы имеем громадный пример Украины, где люди не такие померкованные, как в Беларуси. Там нет ни одного примера того, чтобы люди пошли мстить кому-то там, кто-то когда-то там стучал. Ну, это же реально уже 70-80 лет прошло. Это уже даже не одно поколение, это 2-3 поколения. Нет ни одного примера. Во всяком случае, я не знаю ни одного примера. Такое адчуванне, што пры ўладзе там пры кіраўніцтве зараз нашчадкі менавіта тых, хто займаўся рэпрэсіямі, і яны не хочуць, каб даведаліся мы пра гісторыю іх сямей. Ну, такой сумный жарт. Понимаете, дело в том, что на самом деле, как вот я всегда вот понимаю, что КГБ – это очень такая закрытая организация, вообще эти структуры, где действительно проблема наследственной в какой-то степени, я думаю, она есть. Потому что, как правило, в эту систему было очень тяжело попасть человеку с улицы. Это чей-то племянник, чей-то внук, чей-то... Но я не считаю, что белорусское КГБ должно отвечать за преступления, которые были совершены НКВД. Это по большей степени, это даже были не преступления белорусского НКВД, потому что все приказы приходили с Москвы, все приговоры уходили на утверждение в Москву. Здесь практически не было белорусов в руководстве НКВД. Может быть, белорусы попадали на каком-то мелком уровне, но в руководстве практически у нас нету белорусов. В основном это все были приезжие. У современного белорусского КГБ нет никаких оснований считать, что это преступление, они должны за них отвечать. Не должны. Это преступление другого государства, которого уже не существует, другой организации. Но какие-то все-таки вот идейные или родственные связи, я не знаю, почему они действительно... Украина отказалась. Украина здесь делает невероятную революцию в доступе к архивам. Именно СБУ открыли полностью архивы. Приходите, смотрите любые дела. Особенно дела не только репрессированных, но и дела работников НКВД, дела сексотов, любое дело. Смотрите статистику. Пожалуйста, замечательно. И для Украины это громадный рывок именно в плане изучения советской системы. Мы не можем понять советской системы, если мы не будем иметь доступа к архиву КГБ. Ну, я думаю, што да таго часу, пакуль не перастануць прыносіць кветкі да помніка Дзяржынскага, супрацоўнікі будынку, які знаходіцца насупраць гэтага помніка, то архівы будуць закрытыя. На самом деле всегда будут, я не думаю, что когда-то будет такое время, что перестанут быть поклонники Сталина вообще, потому что мы знаем даже сейчас в Беларуси, в принципе, мы если внимательно поищем, мы можем найти поклонников Гитлера. Пускай там будет один, может быть, на 10 тысяч, но это человек какой-то искривленный. Может быть, и останутся и поклонники Дзержинского. Но я говорю, что реально у сегодняшнего КГБ нет этой причины. Нет причины бояться никаких последствий открытия архивов. Единственное, что действительно их держит, это то, что вся советская идеология, она практически стала современной белорусской идеологией. Мы же до сих пор, да, мы живем... Лукашенко куда приезжает в прошлом году, куда он приехал? На советский такой совершенно мероприятие, как субботник. Куда он приехал? В Куропат он приехал выбрать? Нет, он приехал на линию Сталина. Пожалуйста, это не может быть вся эта КГБ, оно совершенно не самостоятельная организация в этих вопросах. Это решает все один человек. И пока он будет приезжать на линию Сталина с цветами или с лопатой, даже если он там приезжает,
в стране ничего не поменяется. Ну, у дадзеным выпадку я згодны з вами, што пэўная колькасць прыхільнікаў Сталіна, Леніна, Дзяржынскага заўсёды будзе ў грамадстве, але я кажу пра прыхільнікаў усяго ведомства. Кіраўніцтва там прыходзіць і там складае кветкі. Ну, да, зразумела, што як тут сумна жартуюць, больш за ўсіх падабаецца тое ж самае СССР тым, хто в этом СССР ніколі не жыў. Ну і гэтак далей. Яшчэ раз вернемся да вашай школы. Колькі, ў прынцыпе, разлічваеце вы людзей, якія прыйдуць да вас і звернуцца, колькі вы гатовыя прыняць? Ну, тут нет такой проблемы массовости, то есть это мне важно, что ко мне кто-то обратится, мы ему поможем. Для меня здесь гораздо важнее действительно, что человек пройдет все этапы, добьется, в какой-то работе мы можем помочь ему. Я буду писать ему, помогу написать заявление, но пойти за него в архив КГБ я, например, не смогу, если он мне не напишет для этого доверенность. Ну да. То есть, в принципе, я понимаю, что каждый хочет прийти лично, если там человек не живет в США или где-то далеко, то каждый хочет прийти и прикоснуться к этим документам. Но ведь проблема в том, что мы, и даже здесь, если мы добьемся этого, это очень невероятно сложно. Но даже если мы пройдем эту стадию, человек получит документы, где будут закрыты какие-то фамилии сотрудников НКВД, хотя эти списки сотрудников НКВД давно известны, они есть в интернете, их можно почитать, но все равно они будут закрыты. То есть зачем? Почему наше вот современное КГБ бережет этих людей, которые совершали преступления? Причем большинство этих людей, которые в 1937-1938 году совершали, они пострадали уже в конце 1938-го, в 1939 годах. Их очень много, они были репрессированы именно за фальсификацию этих дел. То есть фактически дело, которое приходит ознакомиться человек, является фальшивкой. Человек, который подписал все эти протоколы, он является преступником, и все это понимают. И, скорее всего, он, может быть, даже был сам уже после этого наказан за это. Его уволили с работы, его, может быть, в зависимости от степени его преступления, он мог получить 5-10 лет. Он мог вообще быть расстрелян, как многие произошло с руководством НКВД. Громадное количество людей, которые были руководители НКВД, Насеткин, Берман, они были расстреляны. Завадский. Эти люди являются преступниками даже по советским меркам. У них даже есть приговоры советского суда, именем там подписанной партией и Сталиным. И наше КГБ бережет этих людей непонятно от чего. Никто не пойдет искать наследников Насеткина, чтобы там каким-то образом им отомстить. Ну, да, логіку таких структур, як КДБ, супрацоўніках цяжка часам зразумець, может, ці добра, калі яны самі зразумеюць гэтую сваю логіку. Пытанне такое, вот я прочитал про эту школу и думаю, ну это ж нейкая такая прыватная ініцыятыва, напэўна ж давядзецца там нешта там плаціць ці нешта вот на каких умовах? Нет, это тема однозначно. То есть, если это касается вопроса репрессий, потому что часто люди слышат, вот, поможем в архивах. Их интересует их родословная, их интересует, например, карту поляка сделать. Нет, этим мы не будем заниматься, эти, пожалуйста, сами. Но если касается действительно репрессированных, раскулаченных, любых форм репрессий, которые были в советском, эта помощь совершенно бесплатна. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы люди получили эту информацию. Если мы, я говорю, опять же, сможем пробить эту стену, которая стоит у нас совершенно искусственная. Колькі таких вот як вы там, ну вот, хто може і здольний дапамагчы? Добра, колькі выкладчиков у вашей школе? Выкладчик основной один, но я думаю, что порядка 10 человек я мог бы пригласить, люди, которые прошли это на своем примере. Есть в Беларуси такие люди, и они приходили в прошлом году в нашу школу, рассказывают про свой опыт. Этот опыт, каждый опыт уникален. И порядка 10 человек, я думаю, могли бы прийти, прочитать лекции. Причем это люди не только, которые занимаются, это люди, которые занимаются вообще архивами, доступом к архивам. Интересные собеседники, интересные люди. И, скорее всего, действительно, чтобы как-то привлечь людей в школу, мы будем приглашать таких интересных людей, с которыми можно проговорить про все. Ну, я до чого спитався. Все ж таки, от як ви правильно зауважили, таких репресованих у нас у Білорусі, ну, мільйони. Ну, по-розному. Часом разумеюць так, што рэпрэсаваны это значыцца расстреляны, он недзе ў курапатах ляжыць. Не, як вы сказали, репрессия это раскулаченные. Я здесь перебью вас, потому что реально мы говорим, это было полностью репрессированное общество.
Мы можем брать любого крестьянина, у которого насильно погнали в колхоз. Извините, если сейчас к вам кто-то придет и скажет, отдай свою квартиру и иди вот поживи в общежитии, ты будешь считать себя репрессированным или нет? То есть любой человек, которого загнали в колхоз, это репрессированный человек, у которого отняли корову, его имущество. То есть действительно, это миллионы репрессированных, без всякого преувеличения. Ну, миллионы, когда придут не с банка, а с человек с пистолетом вот с дома насупрать, то, да, конечно, репрессии. Это придет сосед, у которого однокомнатная, а ему понравится ваша трехкомнатная, и он захочет ее, чтобы она была общей. И каждый человек, который был раскулачен, он, я считаю, был репрессирован. Ну, и заселиться, як на той картине. Да, как хорошо, что хозяев расстреляли. Да, хорошо, что хозяев расстреляли. Я просто пытаўся до того, что вот зараз паглядзяць нашу праграму, калі столькі людзей у Беларусі маюць сваіх сваякоў продкаў рэпрэсаваных у той ці іншай ступені, зараз прыйдзе до вас вот адначасова 300 чалавек. Вот ці здолееце я буду счастлив, пускай приходят. Ці здолееце вы ім чым там дапамагчы, навучыць там ці падказаць? Понимаете, здесь же на самом деле, как говорят, не давайте человеку рыбу, дайте ему удочку. То есть изначально смысл школы – научить человека. И я знаю, что многим людям интересно делать это самостоятельно. Но они часто, действительно, им не хватает вот этой грамотной архива, они знают, куда идти. Они знают, что были репрессированы, но они не знают, как. Им просто надо объяснить, если придет 300 человек, я объясню им, как, куда написать заявление. Из них, может быть, 150 попросит помочь, и из них, может быть, и какое-то количество действительно сможет пройти весь этот путь. То есть, если мы говорим, что придет 300, хорошо, если из них половина действительно дойдет до вот этого архива КГБ и ознакомится с этими делами. Кстати, чисто такое вот пытанне, может быть, крыху не зусім по теме. Скажем, малады пачынаючы пісьменнік. Ну, ці не малады, не пачынаючы, а вот які раптам зацікавіўся перыядам ці нейкай гісторыяй з тых часоў, і яму неабходны фактура, матэрыял, можа быть, нейкія справы паглядзець для того, каб больш рэальна напісаць свой прыгодніцкі раман, там, скажем, пра тыя часы. Ён мае магчымасць все ж таки нейкім чынам добиться и поглядеть материалы? Опять же говорю, большая проблема, если мы хотим работать адресно. То есть, если конкретно нас интересует какой-то персонаж, вот из прошлого, 30-х годов, какой-то, может, литератор, мы про него, будет сложно. Но если нас интересует вообще атмосфера в стране, мы же даже не понимаем, как люди жили в 30-х годах. Да, эти документы, они уже доступны. Громадное количество отчетов НКВД, которые каждый день писали громадное количество самого низшего уровня и доходило до уровня секретаря и пошло потом куда-то в Сталину, в Москву. Они знали все, ситуацию, какое настроение на заводе конкретно, причем это какое настроение в конкретном колхозе. Громадное количество. Люди ненавидят советскую власть, люди не хотят идти на праздники. И буквально есть фразы, их слова, которые сексоты, вот мы с вами поговорили, например, сегодня где-то там с бутылкой водки, а завтра уже эта бумажка пошла куда-то в отдел НКВД, а оттуда она пошла уже еще выше и выше. И в конце концов, в конце своего пути Пономаренко читает, что вот вы мне за столом такой-то, такой-то сказал, что я не терплю советскую власть, и я там готов взять, пойти и громить ее. Полно таких высказываний. И то время, вот именно в архивных документах, оно действительно такое, какое оно было. Не такое, какое оно было в газетах, а такое, как оно было вот в этих отчетах секретных, которые никто тогда не мог читать, кроме вот лидеров партии и НКВД. Я просто прочитал вот у Фейсбуке гісторыю, ну, правда, кажуть, невядома, правда ці неправда. 50-е гады, заходняя Беларусь, і у одной вёсцы прыходзіць незнаёмы чалавек і кажа, што я тут англійскі шпіён, але вот мой сувязны не выходзіць на сувязь, я згубіўся, не ведаю, што рабіць, там, типа, дапамажыце мне, там, дайце хоць пад'есці. І яны яго пакармілі, напаілі, ён пайшоў у лес, типа, там, шукаць свайго сувязнога, і так хадзіў вот некалькі разоў, яны, людзі яго кармілі. А потом прыйшло хто там ужо тады, НКВД, КДБ, і больш пацярпелі тыя людзі, якія кармілі гэтага нібыта шпіёна, таму што шпіёнам ён насамрэч не быў ніякім. Маўляў, гэта праява таго, як людзі ненавідзелі савецкую ўладу, што гатовы былі дапамагаць нейкаму міфічнаму англійскаму шпіёну. 50-е гады, заходняя Беларусь. Я не ведаю, правда ці неправда, але вот я пачытаў кнігу пра такую вот гісторыі і такія настроі ў грамадстве ў заходняй Беларусі, у такія стаўленні вот на
на падставе якіх-нибудь вот фактаў канкрэтных дакументаў, матэрыялаў справ, але наколькі это магчыма, я так разумею, что... Я говорю, что в архивах, вот даже доступных сейчас, не говорю про те дела, которые закрыты, громадное количество историй, которые мы не могли бы даже невероятно в этом придумать. Если кто-то нам будет рассказывать, что вот такое было, мы будем говорить, я не верю. Но действительно, мы просто можем читать эти истории в архивных документах. Это совершенно официально идет бумага, которая на имя Пономаренко, и там рассказывают такие невероятные истории, которые вот я по времени там иногда настолько ими вдохновляю, что выставляю в Фейсбуке какие-то истории, как жили люди, что они говорили. Вот именно для журналистов это громадная работа. Поле просто непаханная целина. Интереснейшие материалы просто на любую... Если вы пишете вообще про Советский Союз, идите вот именно в НАРП, никогда без работы не останетесь. Можно там увязнуть на годы просто. Вот дзе матэрыялы для прыгодніцкай матэрыялы для новага дыхання прыгодніцкай беларускай літаратуры. Зміцер Дрозд, гісторык, даследчык, заснавальнік школы пошуку інфармацыі пра рэпрэсаваных, быў у нас сёння в эфіры. Каго цікавіць інфармацыя пра сваіх рэпрэсаваных, раскулачаных, дэпартаваных сваякоў, калі ласка, звяртайцеся да спадара Змітра, да яго ў школу, паспрабуе вам дапамагчы. Зміцер Дрозд, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас.